Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Кшара. Президент Рауль Хаджимба поздравил президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится: в Абхазии высоко ценят ваш вклад в развитие союзнических отношений между нашими народами, которые связывают вековые узы братства и дружбы. Уверен, что сотрудничество между нашими государствами будет крепнуть и расширяться, отметил президент. Президент Рауль Хаджимба принял представителей армянской общины Абхазии. Во встрече приняли участие председатель Союза армян Абхазии Хачик Минасян, вице-спикер Народного собрания Вагаршак Касян, депутаты Народного собрания парламента Роберт Яйлян, Левон Галустян, министр труда, занятости и социального обеспечения Сурен Кирселян, герой Абхазии Альберт Тополян и другие видные представители армянской общины. Обсуждались вопросы социально-экономического и политического развития Абхазии. Открывая встречу, Рауль Хаджимба поздравил присутствующих с праздником Пасхи, отмечавшимся прихожанами Армянской апостольной церкви в минувшее воскресенье. Президент вручил Роберту Цугуряну орден Ахтапша третьей степени, присвоенный ему за многолетнюю добросовестную работу в сфере образования и активную общественную деятельность. Рауль Хаджимба отметил, что представители армянской общины традиционно принимают активное участие в экономических процессах общественно-политической жизни страны. Мы всегда рассматривали и рассматриваем армянскую общину как равноправную часть нашего общества. Нам важно слышать мнение людей, которые стояли рядом с нами у истоков создания нашего независимого государства, в том числе и мнение о тех процессах, которые имеют место сегодня в нашем обществе, сказал президент. Председатель Союза армян Абхазии Хачик Минасян отметил, что по отношению к происходящим в стране внутриполитическим процессам у представителей армянской части абхазского общества единая позиция. Гражданам нужны спокойствие и стабильность. Мы хотим жить достойно, бок о бок с абхазами и другими национальностями, трудиться на благо нашей страны, подчеркнул он. Герой Абхазии Альберт Тополян также выразил свое отрицательное отношение к инициативе проведения референдума о досрочных выборах президента Республики Абхазия. Нужно сохранить стабильность и продолжать строить полноценное независимое государство, добавил он. Депутат парламента Левон Галустян поблагодарил Рауля Хаджимба за инициативу проведения встречи. Левон Галустян выразил свое отношение к текущим процессам. Никакие потрясения, катаклизмы нам не нужны. Граждане Абхазии должны делать все возможное, чтобы абхазское государство состоялось, заключил он. Президент вновь подчеркнул, что все происходящие в стране политические процессы, в том числе связанные с инициативой по проведению референдума, должны проходить в соответствии с Конституцией и законодательством Республики Абхазия. Президент Рауль Хаджимба провел рабочее совещание, посвященное исполнению ряда законодательных актов. На совещании обсуждали вопросы совершенствования миграционного контроля, процедуры визового обслуживания иностранных граждан, а также организацию выдачи паспорта гражданина Республики Абхазия нового образца. В храме Христа Спасителя в Гагре отпраздновали армянскую Пасху. Впервые это религиозное торжество посетил глава православной церкви Абхазии Виссарион Аплия. В духовном центре армянской общины республики побывала наша съемочная группа. Репортаж Ньюс Варшба. Храм Христа Спасителя в Гагре стал важным местом средоточия духовной жизни армянского населения Абхазии. Знаменательным событием стало его посещение главой православной церкви Абхазии Виссарионом Аплия в день празднования армянской Пасхи. В храм Христа Спасителя в Гагру также прибыли лидер политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба, посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев, члены правительства республики. Традиции празднования Светлой Пасхи у армянской апостольской церкви немного отличаются, но куличи и крашеные яйца есть практически у всех. Армянская Пасха называется «затик» – освобождение, и символизирует освобождение от грехов и возвращение к Богу. Держишь пост, ждешь этого 7 недель, и вообще целый год к этому празднику всегда готовимся, что духовно, что морально. Я думаю, что для всех верующих это большой светлый праздник. Для каждого человека это вещь сокровенная, а для человека, который принадлежит христианской церкви, а особенно той, которая является первой христианской церковью во всем мире, тот день, когда он должен остаться, наверное, сам собой и должен понимать, что это светлое, это яркое, то, что пришло в наш мир, то, что отдает, то, что дает нам надежду и любовь. То, что, в принципе, и провозглашает христианская религия.
Абхазия традиционно считается многоконфессиональной страной, и сегодня армяне республики отмечают один из великих христианских праздников – Пасху. Я хочу сказать, что великое счастье, что с недавних пор мы, армяне Абхазии, имеем возможность отмечать эти праздники вот в стенах этого замечательного храма Армянского кафедрального собора. Я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с этим знаменательным событием. Пусть Всевышний хранит Абхазию и ее народ. В этом году Армянская апостольская церковь отмечает Пасху в конце марта, в то время как у православных еще пост. Причина тому – иное исчисление даты праздника. Глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплия поздравил настоятеля Армянской церкви с праздником и подарил святогорскую чудотворную икону Божьей Матери. Хочу поздравить с сегодняшним светлым праздником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, весь народ Армении во всем мире и в Абхазии. Хочу пожелать всем людям мира, благополучия, процветания. Дай Бог, чтобы наша Абхазия была страной мира, дружбы и взаимной любви всех народов, которые здесь живут. Всем народам земли, в первую очередь тем, где сегодня происходят войны, желаю мира. Это народу Сирии, других стран. Дай Бог, чтобы во всем мире воцарился мир. Храм Христа Спасителя Армянской апостольской церкви в Гагре был открыт в конце 2013 года. Посещение главы Абхазской православной церкви праздничной мессы восторженно приняли прихожане. Это поистине историческое событие, и оно в первую очередь направлено на укрепление дружеских отношений двух церквей. И недаром это событие произошло в армянскую Пасху и в православный день веры, говорят прихожане. То, что сегодня делается, это для укрепления, для всего того, чтобы народ был единый в Абхазии, и чтили праздники, и благодарили друг друга за то, что они есть. У православных христиан пост еще продолжается. Пасха наступит только 1 мая. А вот в следующем году обе церкви будут отмечать светлый праздник в один день. Нисфа Аршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. МИД Абхазии направил соболезнования Министерству иностранных дел Исламской Республики Пакистан в связи с гибелью мирных граждан в результате террористического акта в городе Лахор. В Республике Абхазия со скорбью восприняли трагические известия о чудовищном террористическом акте у детского парка в городе Лахор, повлекшем за собой многочисленные человеческие жертвы среди мирных жителей. Абхазия решительно осуждает любые проявления терроризма. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, отмечается в ноте соболезнования. Генеральная прокуратура Абхазии отменила постановление о прекращении уголовного дела по факту самовольного сноса дома номер 3 по улице Пушкина в городе Гудаута и возобновила производство по данному уголовному делу. Ранее, 25 марта 2016 года, Министерство культуры Абхазии подало жалобу в суд на постановление о прекращении уголовного дела, о чем сообщил на брифинге в пятницу замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия. Ход расследования взял под личный контроль генпрокурор республики Алексей Ломия. В одном из наших выпусков мы рассказывали о коммунальной проблеме на улице имама Шамиля в Сухуми, где из-за поломки канализационной трубы стоки текут прямо на проезжую часть. Спустя несколько дней специалисты управления землеустройства и кадастра, а также водоканала, коммунальных служб столицы и представители фирмы «Сенс» прибыли на место для изучения ситуации. Однозначных выводов пока нет. Подробности в репортаже Нисфы Аршба. Одну из центральных улиц Сухума имама Шамиля вновь заливает нечистотами. Случилось это около 10 дней назад. Примечательно, что проблема возникла после замены всех подземных коммуникаций в 2013 году. Тогда капитальным ремонтом занималась фирма «Сенс». Для того, чтобы выяснить причину и устранить неполадки, коммунальные службы города разрыли в центре улицы яму, аккурат в месте соединения канализационных труб. Кто виноват, кто прав, я не знаю, но неправильно была уложена труба. С не тем уклоном, с каким он нужно. Фирма «Сенс», которая вот это проводила работы, они раскопали эту трубу, заменили эту трубу. Но и тем не менее высоты не позволяют, в нынешнем состоянии не позволяют опустить эту трубу ниже, так как положено. Если заглянуть в тот колодец, который они вчера раскрывали, там видно, что приходящая намного ниже, чем уходящая труба. Это что означает? Это означает то, что этот колодец
Но так же, как и все, ну, может быть, не все, но многие колодцы на этой трассе работают типа как перелив, потому что как отстойник. В присутствии специалиста управления землеустройства и кадастра коммунальщики совместно с представителями фирмы «Сенс» изучили состояние труб и колодцев, расположенных на участке. Нарушения есть. Контур-уклон, если, допустим, отсюда должна идти на центральную канализацию, туда, на Лакоба, вот эти вот 3 люка, которые, значит, туда вода не пойдет. Пока вот шел нормально, а вот возле Кривого дома там 3 люка, там не соответствует уклон. Значит, я должен пройти до конца, потом я уже составлю схему, там продольный профиль, и все эти отметки нанесу, и там все покажет, пойдет вода, и куда, и где надо, может даже где контур-уклон, придется параллельно пройти, создать, чтобы выйти на тот уклон, который там идет общий. Все упреки в свой адрес глава фирмы, производившей на имама Шамиля ремонтные работы, считает несостоятельными. Главный аргумент – компания выполнила заказ администрации Сухума в полном объеме. Мы изначально говорили о том, что нужно приводить в порядок все колодцы в этой части города, но нас никто не услышал. И мы выполнили работу, которую нам заказало государство, говорит Вадим Кучуберия. В 2012-2013 году нам поступил заказ на смену канализации, канализационных труб по улице Шамиля. Трубы менялись по отметкам существующим, которые были вложены в железобетонные трубы, старые. Вот это была наша задача, мы ее сделали. Новые трубы диаметром 300 мы поставили. Там очень много проблем на мира-выход. Надо разбираться, надо просто спокойно разобраться, сделать профиль дороги, и тогда что-то будет принимать решение. Говорить об окончательных результатах экспертизы пока рано, но уже ясно одно. Нарушения в работе подземных коммуникаций таковы, что функционировать в нормальном режиме они не смогут. И чья в том вина, подрядной организации или тех, кто прокладывал их еще в прошлом столетии, предстоит узнать. А до тех пор устранять последствия утечки канализации будет столичный водоканал. Нисфа Аршба, Тимур Гогохия, Беслан Джинджоля. Абхазское телевидение. Встреча с актерами Абхазского театра прошла в Доме-музее имени Дмитрия Гулия. В ней приняла участие министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия. Асида Майля продолжит тему. Нигде так ярко не воплощается искусство слова, как в театре, поэтому неудивительно, что творческая жизнь народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулия так тесно переплетена с историей зарождения Национального театра. Все начиналось с любительских спектаклей в далеком 1915 году. Спустя 3 года в Сухумской учительской семинарии по инициативе народного поэта был создан литературно-драматический кружок. Благодаря переводам Дмитрия Гулия на абхазском языке в те годы начинали звучать голоса героев пьес зарубежных авторов. Вдохновителем всего этого и руководителем этого был Дмитрий Гулия. Наравне также рядом с ним стоял Антон Шакая. Это был очень интересный молодой человек, очень талантливый, который очень любил театр. С чего начиналась театральная жизнь страны? Конечно же, со знакомства со зрителями. Передвижной театр посещал села и районы республики с 2, а то и 3 спектаклями. Вначале вообще женские роли играли мужчины, потому что абхазские семьи, особенно крестьянские, они не хотели отпускать своих девочек, естественно. Это и потом, и через многие годы тоже не хотели. Но тогда, конечно, это было сложнее. Но авторитет Гулия был настолько велик среди крестьян, среди сельских жителей, среди абхазов, что многие потом уже и женщины, и девушки пошли на сцену. Первые актрисы — это Вера Алания и Валентина Ачба. Эпоха профессионального театра началась с момента открытия абхазского сектора Сухумского театра. Это 1928 год. Уже год спустя студенты приступили к занятиям во вновь созданной абхазской драматической студии, на базе которой и был открыт Абхазский национальный театр. Этих выпускников сейчас называют плеядой актеров старшего поколения. Сегодня много говорят о том, что зритель стал другой, время стало другое. Да, но другое. Да, есть телевидение, есть интернет, есть другие средства, которые занимают время. Но театр зритель остался.
Он все равно остался, он меняется, он становится другой, и становится другой язык общения с ним. Но сам по себе он остался. И я хочу пожелать всем нашим деятелям театральным, чтобы этот язык не прекращался, чтобы они находили в себе силы жить, творить, несмотря на все такие вот существующие разные обстоятельства жизни. На уже пожелтевшей бумаге театральных афиш 60-х годов имена талантливых режиссеров и постановщиков. А среди задействованных в постановках актеров Азиз Агарба, Ливар Сакасладзе, Минадора Зухба, Этери Кугоня, Михаил Мархолья и многие другие. Несколько поколений актеров абхазского театра отразила и большая экспозиция фотовыставка. Оживленно обсуждая почти каждое фото, актеры вспоминают, когда было сделано то или иное фото, какая сцена, какого спектакля в ней отражена. Уютная и непринужденная обстановка, что больше нужно для душевных разговоров. Театралы вспоминали давно прошедшие годы, богатые на безумные поступки и порой до слез смешные обстоятельства. Утренники играли, и в зале 10 человек, а на сцене 60 человек. Мы просим, Дмитрий, отмени. Говорит, нет. Я психанул прямо себе. А там есть сцена, где Софа играет комиссара, и у нее планшет такой, и она открывает этим сценочи алартроп, нас абри ахсалуп, и дурбот, Саша шизла, шагиша. Я тихо перед спектаклем взял, нарисовал человека в гробу, в обнаженном положил туда и закрыл. И идет сцена, начинается. Я не алукшит, я алартын, хахамю, шахутха, ася алартын. Асида Малия, Беслан Джанджал, Абхазское телевидение. Объявлен открытый конкурс на право заключения договора по предоставлению услуг связи, передачи данных для нужд паспортного управления МВД Республики. Справки об условиях проведения конкурса по телефону +7 840 229 70 64. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен небольшой дождь, температура воздуха ночью 5-7, днем 11-13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.